الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, по милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, по Его великой милости мы здесь собрались, и прошу Аллаха Субханаху ва Тааля сделать наши собрания полезными, сделать наши собрания, чтобы по причине этих собраний, по причине изучения Его религии Аллах Субханаху ва Тааля исправлял нас и прощал нам наши прегрешения. Сегодняшняя наша тема, сегодняшний наш аят, который мы берем из книги Аллаха Субханаху ва Тааля, это аят из суры Анкабут, из суры Пауки. 45-й аят. Аллаху Субханаху ва Тааля говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, ва акимис салах, иннас салата танха анил фахшаи валь мункар, ва ла зикруллахи акбар, валлаху я'ламу ма тасна'ун». Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте говорит: «И совершай намаз, ва акимис салах, и совершай намаз, иннас салата танха анил фахшаи валь мункар». Воистину намаз оберегает от мерзости и предосудительного. «Валя зикруллахи акбар», и поминание Аллаха гораздо важнее. «Валлаху я'ламу ма таф'алун», и Аллах знает о том, что вы творите. И в этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна ас-салата танха анил фахшаи валь мункар». Воистину намаз, твоя молитва, она что? Она оберегает тебя от мерзости и плохого, от предосудительного. И это правило Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть намаз, который ты читаешь, намаз, который тебе повелел читать Аллах Субханаху ва Тааля, он оберегает тебя от мерзости и плохого, как об этом сказал сам Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И если мы вникнем в этот аят, посмотрим на смысл этого аята внимательно, мы поймем, что намаз – это самое важное, что человек может совершать в этом мире. Намаз – это самое главное, что может делать человек в этом мире. И намаз таким и является. Намаз таким и является. Намаз – это самое великое поклонение, которое человек совершает. И оно идет после чего? Сразу после веры в Аллаха Субханаху ва Тааля. После произнесения слов свидетельства идет сразу намаз. И все завещания пророка, то есть и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, часто обращал внимание на молитву. Часто в своих завещаниях он обращал внимание на намаз. И были также другие завещания, и все завещания пророка были важными, но это завещание было особенным. Это завещание было особенным. И намаз, как мы сказали, это лучшее поклонение. Намаз – это лучшее поклонение. А фахша и валь мункар, то есть вот эта мерзость и предосудительные, которые упоминаются в аяте, это грехи. Это грехи. Это все, что уводит человека из прямого пути. Все, что ведет тебя к недовольству Аллаха Субханаху ва Тааля. Все, что ведет к тебя к гневу Аллаха Субханаху ва Тааля. Это фахша и валь мункар. И намаз, он является тем, что он оберегает тебя от этой мерзости и от этого плохого. И я бы хотел обратить внимание, то есть чтобы мы действительно задумались об этом аяте и постарались подумать об этом аяте. То есть намаз – это такая вещь, которая останавливает тебя от мерзости и предосудительного.
И можно привести здесь слова Хасан аль-Басри. Хасан аль-Басри – это таби'ин, это человек, который учился у сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Он сказал: если твоя молитва не влияет на тебя, если твоя молитва не останавливает тебя от грехов, если твоя молитва не останавливает тебя от мерзости, то он сказал, что у тебя нету намаза. Значит, он сказал, что в твоем намазе есть проблема. И он сказал, что намаз, после намаза следуют плоды. То есть у намаза есть плоды, у твоей молитвы есть плоды. И это то, что намаз, он защищает, оберегает тебя от мерзости и предосудительного. Как сказал об этом Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И Хасан аль-Басри сказал, что если тебя намаз твой не сдерживает от греховного, то значит в твоем намазе есть проблема, значит у тебя нету намаза. Поэтому каждый должен задуматься об этом. Мы все читаем намаз, но давайте посмотрим, как мы читаем эти намазы, как мы относимся к этим намазам, и посмотрим на то, как влияет наш намаз на нашу жизнь. Оберегает ли, то есть наш намаз останавливает нас перед греховным или нет, или мы также читаем намаз и совершаем греховное. Если так, значит у нас неправильное отношение к намазу. Значит, у нас есть какая-то проблема по отношению к намазу. Значит, мы не относимся должным образом к намазу. И, во-первых, мы должны... То есть вот мы сказали, что намаз – это самое главное поклонение. Оно идет после слов свидетельства. И ты должен обращать больше внимания, самое большее, на что ты должен обращать внимание, это на свою молитву. На свою молитву ты должен поднять степень молитвы перед собой. То есть ты должен понять, что это самое важное. И действительно, оно должно быть самым важным в твоей жизни. И если не так, то отношение к намазу будет недостаточным, неправильным. Оно не будет таким, каким должно быть. И поэтому каждый должен намаз, то есть свое отношение к намазу исправить, сделать его первостепенным. И также мы должны понимать, что за оставление намаза или за легкое отношение к намазу человек будет наказан. Человек будет наказан, как об этом Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Фавайлюль лиль мусаллин». Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране: горе молящимся. Горе тем, которые читают намаз, Аллах Тааля сказал. Что? Какие они? Почему горе тем, которые молятся? Аллах Тааля продолжил и сказал: «Аллазина хум фи салатихим сахун», которые были к своему намазу небрежными, которые были легкомысленными к своему намазу. Горе этим людям, Аллах Тааля сказал. В Коране. А что будет с человеком, который оставил молитву, который оставляет, который иногда может допустить себе то, что время намаза выходит, и он намаз не прочитал? А оправдание может быть только что? Только если человек забыл. Человек забыл. Но другое оправдание: у меня работа была, я там еще что-то делал, это не является оправданием. И поэтому человек будет наказан, если он легкомысленно относился к своему намазу или не читал его. Человек, который не читает намаз, в отношении его есть разногласия среди ученых. И ученые сказали, что тот, кто оставляет намаз, он получает большой грех, и он будет наказан за это, будет гореть в аду, и это будет очень сильное наказание. Вплоть до того, что некоторые из них сказали, что он выходит из ислама. То есть, но если даже мы говорим, что нет, он, например, не выходит из ислама, но достаточно этому человеку то, что по счет него ученые разногласят о его вере, разногласят о том, какое его положение. И достаточно того этому человеку, что он будет ввергнут в огонь, и намаз – это самое важное поклонение, значит, за оставление его будет одно из самых суровых наказаний. И поэтому человек, который легко относится к своему намазу, должен задуматься. И Аллах Тааля в Коране сказал, еще раз повторим этот аят:
и выстаивай молитву, воистину намаз, твоя молитва оберегает от мерзости и предосудительного. Если у тебя будет правильное отношение к намазу, если ты будешь правильно относиться к нему, выполнять его должным образом, то это будет тебя сдерживать от грехов. Твоя жизнь станет правильной, хорошей. И намаз является оживлением сердец. Намаз является оживлением сердец. Намаз – это разговор с Аллахом Субханаху ва Тааля. Молитва – это не намаз, это опора веры. Намаз является опорой веры. И когда ты читаешь намаз, вот как человек, мы сказали, что намаз, Аллах Та'аля в Коране сказал, что намаз оберегает человека от греховного. Как достичь этого? Как достичь этого? Как достичь того, чтобы твой намаз был тем намазом, который будет оберегать тебя от греховного? И в первую очередь мы должны получать знания, знать, что такое намаз. Для кого-то намаз это просто вот пришел, Аллаху Акбар, намаз прочитал, Альхамдулиллахи Раббил Алямин, Ар-Рахмани Ар-Рахим, Малики Яумиддин, ат-тахият, салават, саляму алейкум рахматуллах, саляму алейкум рахматуллах, все, ушел, пошел дальше. Он даже мысленно не зашел даже в него. Это страшное положение, да? То есть человек мысленно не зашел даже в намаз, он просто вот что-то. Когда ты заходишь в намаз, когда ты говоришь Аллаху Акбар, понимай, что ты говоришь. Аллаху Акбар, Аллах наивеликий, Аллах наивеличайший, и все остальное ничто перед Ним. И ты начинаешь разговор с Ним. И ты стоишь перед Ним и разговариваешь. И когда ты читаешь суру Фатиха, вспомни и знай, что Аллах Субханаху ва Тааля отвечает тебе. Когда ты говоришь Альхамдулиллахи Раббил Алямин, Аллах Тааля говорит Хамадани Рабби, Хамадани Абди. Аллах Тааля говорит, когда ты говоришь Альхамдулиллахи Раббил Алямин, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, восхвалил меня мой раб. Аллах Тааля отвечает тебе за каждый аят, который ты читаешь в суре Фатиха. Когда ты читаешь намаз, знай это, понимай это, помни это. И это поможет тебе достичь смиренности в намазе. Это поможет достичь определенного уровня в намазе. То есть, чтобы ты совершал намаз искренне, чтобы ты намаз совершал с хушуром. И когда мы читаем намаз, мы должны стараться забыть обо всем. Заранее готовиться к нему. Заранее готовиться к нему. И есть хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, да? Тот, кто взял кто взял тахарат, одел одеяние, умастился благовониями, пошел в мечеть пешком, совершил намаз, то есть и ему будет награда. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обещает за каждый шаг ему награду. Человек заранее подготавливается. И в этом случае, когда ты к чему-то заранее готовишься, ты это принимаешь, то есть ты эту вещь прочувствуешь полностью. А когда в спешке, даже когда что-то в спешке делаешь, ты даже не замечаешь, что что-то ты сделал. И к намазу не должно быть такого отношения. К намазу не должно быть такого отношения. И если посмотреть на сподвижников, радиаллаху анху, на пророка, саллаллаху алейхи, пророк, саллаллаху алейхи, что говорил по отношению к намазу? Он говорил Билялю: арихна бис саляти я Билялю. Дай нам отдохнуть намазом, о Биляль. То есть намаз был для них отдыхом, то есть они отдыхали от этого мира в намазе. Им было хорошо в намазе. И приводится, вот какое было отношение сподвижников, какие они были в намазе, да, то есть вот эти знания вот этих вещей тоже, иншаллах, будет причиной тому, что мы по-другому будем относиться к намазу. Абдулла ибн Зубайр, радиаллаху анху, когда он заходил в мечеть и читал намаз, и начинал читать намаз, то сподвижники заходили и видели, что на нем сидят птицы.
Птицы сидели на нем, когда он читал намаз, думая, что это столб или дерево. То есть птицы не понимали, не знали, что это живое что-то, что это человек. То есть настолько он был смиренен в намазе. И также приводится о нем, когда он заходил в дом Абдулла ибн Зубайр, в доме наступала тишина, никто не разговаривал дома. Все вели себя тихо, осторожно, то есть это было в знак уважения его. То есть домочадцы уважали его, и никто не позволял себе поднимать голоса, никто не позволял себе играть, бегать в присутствии него. Но когда Абдулла ибн Зубайр дома начинал читать намаз, все начинали играть, смеяться, разговаривать. И когда его домочадцы спросили, почему вы так делаете, его домочадцы сказали, а он все равно ничего не слышит в намазе. То есть насколько человек был смиренен и насколько он проникался намазом, и какой был сильный его намаз именно. Он ничего не слышал. Не слышал. То есть, когда он не читал намаз, был дома, его домочадцы не разговаривали, не шумели, в знак уважения его. Они уважали его. А когда он вставал на намаз, они начинали разговаривать, играть, там дети начинали играть, смеяться. И когда домочадцы спросили его, почему вы так делаете, они сказали, все равно ничего не слышит. И это действительно было так. Он не слышал ничего в намазе. И вот этот намаз, он оберегал их от грехов. Вот этот намаз, он оберегал их от мерзости и предосудительного. Приводится также от Урвы, когда ему нужно было ампутировать ногу, а в то время не было обезболивающих, и не было тех приспособлений, которые сейчас. И ему нужно было ампутировать ногу. И тогда ему предложили, чтобы он выпил вино. Как бы человек, когда пьяный, он не чувствует, да, у него вот это чувство немножко притупляется. И он сказал, нет, как это, чтобы я выпил вино? Нет, он отказался. И тогда он сказал, что отрежьте мою ногу, когда я буду читать намаз. Отрежьте мою ногу, когда я буду читать намаз. И когда он читал намаз, ему ампутировали ногу. И то есть он не чувствовал в намазе боли. Находясь в намазе, он не чувствовал боли, потому что он полностью проникался намазом, отдавал себя намазу, то есть совершал его искренне с хушуа. Вот это хушуа было у него сильное. И поэтому мы также должны, то есть кто-то говорит, вот я когда намаз читаю, у меня мысли приходят туда-сюда, вот такие вещи начинают говорить, да, там разные мысли приходят. Это есть, но мы должны с этим бороться. Это не должно вот так просто оставаться и идти дальше. Человек должен противостоять этому, принимать какие-то меры по отношению к этому. И делать все, чтобы улучшать свой намаз. И приводится от Абу Бакра. От Абу Бакра приводится, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что вы думаете, пример с намазом, да, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что вы думаете о человеке, около дома которого течет река, и он каждый день умывается в нем 5 раз. Что вы думаете об этом человеке? Будет ли на нем какая-то грязь? Если он каждый день будет чистая река течет, и он будет 5 раз в день мыться в ней. И сахабы сказали, нет, он будет чистым, то есть у него не будет грязи на теле. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что и намаз, пятикратный намаз, также очищает человека от грехов, как вот эта вода, как вот эта река очищает человека от грязи. То есть, когда человек читает намаз, его грехи прощаются. И ты, когда читаешь, встаешь на намаз, ты должен помнить об этом и знать это. И, иншаллах, знание вот этих вещей, это будет приводить к тому, что ты намаз будешь читать смиренно. И когда от Абу Бакра приводится, да, после того, как он услышал этот хадис, он начал брать омовение, и его руки начали дрожать. Когда он начал брать омовение, его руки начали дрожать от понимания того, что его грехи сейчас прощаются. Что он сейчас готовится к намазу, он встанет на намаз, и его грехи будут прощаться. От понимания этого он начинал дрожать. И поэтому вот эти примеры, вот эти хадисы,
это для нас, чтобы мы их знали, чтобы мы их применяли, чтобы мы следовали этим хадисам. И вот, иншаллах, посредством этого мы достигнем той смиренности в намазе, и наш намаз, за дозволение Всевышнего Аллаха, станет таким, что он будет сдерживать нас от мерзости и предсудительного, как об этом сказал посланник Аллаха Субханаху ва Тааля, да? Но помним слова Хасан аль-Басри, который сказал: если твой намаз не сдерживает тебя от мерзости, от греховного, то значит в твоем намазе есть проблема. И первое, за что будет спрошен человек в судный день, как приходит в хадисе от Абу Хурайры, это будет молитва. Первое, за что человека спросят, это будет молитва. И когда у тебя стоит выбор что-то сделать или прочитать намаз, вспомни об этом. Вспомни этот хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, хадис Абу Хурайры, что первое, за что будет спрошен раб Аллаха, это за свою молитву. Не за свою работу, не за то, что ты там делал, а ты будешь спрошен за свою молитву. И это тебе поможет совершить правильный выбор, сделать правильный выбор. Первое, за что будет спрошен раб Аллаха в судный день, это молитва. И если его молитва будет хороша, когда его спросят о молитве, и он ответит, и его молитва будет хороша, то есть проблем не будет, то все остальное будет хорошо. Но если, когда его спросят в судный день о его молитве, и она будет плохой, не такой, как должно быть, то все остальное тоже будет плохо. И, как мы сказали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, завещал нам намаз. И я хочу привести одну историю, которая произошла в конце жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда усилилась болезнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда его болезнь усилилась, он позвал своих жен. И последняя ночь, которую жил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это была ночь Маймуны, его жены Маймуны. И он позвал всех своих жен и попросил разрешения у своих жен, чтобы эту ночь провести в доме Аиши, радийаллаху анха. И все они согласились, чтобы он провел эту ночь у Аиши. И в это время к нему зашли Али, радийаллаху анху, и Фадль, взяли его и понесли в дом Аиши. И в это время люди смотрели. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам уже ходить не мог, ему было трудно ходить самому. И взяли его Али и Фадль и понесли в дом Аиши. И когда его люди увидели в таком состоянии, они начали переживать. Когда они зашли к Аише, радийаллаху анха, он положил свою голову на ее грудь и лег, и сказал «Ля иляха илляллах», произнес слова свидетельства и сказал: поистине у смерти есть агония. То есть у смерти есть предсмертная агония. И это сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Инна лиль маути сакарат». У смерти есть предсмертная агония. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также было трудно. И тогда Аиша, радийаллаху анха, положила свою руку на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала: «Аллахума раббан нас, адхибиль бас, вашфи анта шафи». То есть начала делать дуа об излечении. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, убрал ее руку и сказал: «Не сегодня, это было до этого, а сейчас время смерти». И в это время мечеть была полной, и, как мы знаем, дом Аиши, радийаллаху анха, находился рядом с мечетью, и тогда мечеть была полной, и голоса людей были слышны. Голоса людей были слышны плачем. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: что это за голоса? И ему сказали, что люди переживают за тебя и плачут. И тогда в один момент у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, усилилась боль, и он сказал: пролейте на меня воду. И потом пролили на него очень много воды, в разных риваятах приводится по-разному, очень много воды на него пролили. И потом его понесли к мимбару, и люди замолчали. И он сказал: «О люди, я узнал, что вы боитесь за меня и переживаете». И он сказал: «О люди,
я не боюсь за вас, то есть я не боюсь для вас бедности, а я боюсь за вас, то есть я боюсь для вас эту дунью, то есть я боюсь, что эта дунья, она собьет вас с прямого пути, но я не боюсь для вас бедности. И потом он сказал, после этого он сказал ас-салят, то есть он сказал, то есть будьте внимательны к своим намазам, И, как ученые говорят, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в это трудное время, когда ему пришла смерть, уже он чувствовал вот эту трудность, у него были сильные боли, он обращал внимание на намаз. И тогда одним из последних слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были намаз, ас-салят. Ас-салят, он несколько раз повторил это и сказал намаз. И это было завещание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И пусть каждый задаст себе вопрос, если он любит посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если посланник Аллаха для него является лучшим примером, то как мы исполняем его завещание, которое он нам оставил? И ведь последними словами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, были слова намаз. Он сказал Аллах фис-саля. И когда обратно понесли его в комнату Аиши, радийаллаху анха, после некоторого времени он приоткрыл шторку, которая разделяла мечеть и его комнату. Он приоткрыл и увидел, что люди стоят на намазе, и имамом стоит Абу Бакр, и улыбнулся. И как говорит Аиша, радийаллаху анха, это была последняя улыбка пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он улыбнулся, когда увидел людей, стоящих на намазе. Когда увидел, что люди читают намаз, он улыбнулся, и это была последней улыбкой посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И после некоторого времени в это утро, как раз это был утренний намаз, и после утреннего намаза он, саллаллаху алейхи вассалям, скончался. И почему эта история? Почему мы привели эту историю? Да? Хотя она долгая история, еще есть другие слова, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. На что мы хотим обратить внимание? На слова ас-салят, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произнес. Намаз. То есть я завещаю вам намаз. Будьте внимательны по отношению к своим намазам. И это последнее завещание пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И как мы, умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, выполняем это завещание? Как мы относимся к этим словам? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, переживал за это. То есть это свидетельствует о том, что он переживал за это. Он переживал, чтобы его умма относилась правильно к намазу. Он переживал, чтобы его умма совершала намаз. Поэтому мы должны также посмотреть, как мы относимся к намазу, какое место занимает намаз в нашей жизни. И возвращаемся к нашему аяту, где Аллах субханаху ва тааля сказал: «Инна ас-салата танха аниль фахшаи валь мункар». Поистине намаз оберегает человека от мерзости и плохого. То есть, если у тебя намаз будет в порядке, то все твои остальные дела будут в порядке. И также в этом мире, и также в судный день, как пришло в хадисе Абу Хурайры. И если его намаз будет, если у него будет молитва хороша, то все остальное будет хорошо. А если молитва будет плохой, то все остальное будет плохо. Пусть Аллах субханаху ва тааля поможет нам улучшить свои поклонения, сделать их лучше, сделать наши поклонения смиренными ради Аллаха субханаху ва тааля, и чтобы эти поклонения, чтобы наши намазы и наши фарды, они были правильными и принятыми, и чтобы в судный день наши молитвы, когда Аллах субханаху ва тааля спросит нас о наших молитвах, чтобы наши молитвы были хорошими. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.